Формирование гражданской активности у старшеклассников – такую цель преследовал конкурс мини-грантов, организованный Сухумским центром гуманитарных программ. Этот проект уже второй год осуществляется, такой длительный проект, который позволяет поддерживать общественные инициативы во всех районах Абхазии. Вы знаете, что к проекту подключены школы, учителя, учащиеся этих школ. И этот проект позволил нам выявить таких учителей, учащихся, которые сегодня неравнодушны к тому, что происходит вокруг них. Это люди, которые хотят изменить вокруг себя ситуацию к лучшему. Историко-краеведческому музею требовался ремонт, реставрация экспонатов и обновление экспозиции. Значит, музей у нас состоит из нескольких отделов. Здесь находится археологический музей. Когда-то он имел очень хорошую славу, популярную. Основатель его Гумилевский. Много найдено было керамики, амфоры, которые сейчас в данный момент находятся в таком вот плачевном состоянии. Наша работа, значит, собрать все это, восстановить все это заново. Здесь находился отдел боевой славы. Хотим тоже в дальнейшем восстановить этот отдел и, значит, связать его с нашей войной, боевой славы 45-го года Отечественной войны, и с нашей, значит, связать его с нашей войной. Музей детям очень важен, потому что здесь они знакомятся с историей своего родного места, с историей государства, начинают создавать какие-то свое отношение ко всему историческому процессу. И то, что они учатся здесь порядку, учатся хранить, беречь то, что у них есть, и то, что им дала эта прекрасная земля. Конечно, здесь должно быть все красочно, красиво, уютно, приятно, чтобы, когда заходишь, было какое-то впечатление, чтобы осталось, чтобы это было просто неотразимо, чтобы очень красиво выглядело. Работа в музее позволила ученикам глубже проникнуть в загадки прошлого, понять настоящее родного края, гордиться историей своего народа. Мы очень заинтересованы в этом проекте, потому что нам интересно узнать историю нашего родного края, нашего поселка, нашей страны. Ребята самостоятельно реставрировали экспонаты, изготовили стенды и стеллажи. На следующем этапе была проведена инвентаризация и составлены экспозиции. Каждому экспонату дали номер и внесли его в опись. В данный момент у нас идет начальная стадия восстановления. Мы пока восстанавливаем плакаты и как-то их изменяем. Добавляем краски и изменяем название. Я думаю, что мы туда наверх поднимем, так красивее будет. В работе были использованы сохранившиеся фотодокументы, архивы, отчеты. Разместили экспонаты на стендах и стеллажах. Ребята составят собственные экскурсии по музею. В результате массовой вырубки леса в Абхазии исчезают многие виды растений и животных, нарушается экология. Учащиеся Агудзерской школы решили создать наглядные пособия, гербарий и фотостенд с животными и растениями нашего края, для того, чтобы привлечь внимание к сохранению родной природы. Дети начинают лучше познавать окружающую среду, начинают беречь окружающую среду, в частности природу. Тем более, что в послевоенные годы у нас в Абхазии остро стал вопрос экологии, потому что война, которая прошла у нас в Абхазии, она негативно сказалась на флоре и фауне нашей республики. Многие растения и животные нашей республики уже занесены в Красную книгу. Мы ходили на экскурсии в ботанический сад, в обезьяний питомник, фотографировали растения, животных, изучали много нового. Рисуем кроссворды, а потом помещаем их в специальную газету, которую ученики подходят и отгадывают. Я теперь поняла, что это очень интересно, изучать всякие растения, животные. Меня зовут Ашот, я люблю писать. Меня зовут Ислам, я люблю писать.
Создатели этого проекта считают одной из актуальных задач молодого государства – это воспитание подрастающего поколения в духе уважения своих и чужих прав и свобод, толерантности к иным взглядам и интересам. Мы обучаем старшеклассников, они в свою очередь должны обучать каким-то азам младшие классы. Цель такая. Мы 2 месяца учились, я в 11 классе, с нами проводили такие же занятия, и наша цель была достигнуть какого-то знания, понять, что такое права человека. И сегодня мы пришли, может быть, мы выбрали маленьких таких детей, которые не все понимают, но я считаю, что все равно что-то они поняли. Если постепенно с этого возраста приучать их, что такое права, действительно, насколько они важны для детей, то постепенно это будет, конечно, для детей очень важно. Именно через обучение правам человека и ребенка возможно сформировать в каждом подростке личность с активной гражданской позицией, считают авторы проекта. В Ачимчирской средней школе номер 2 инициативные ребята создали диспут-центр. Его участниками был проведен круглый стол под названием «Ачимчира. Город будущего». Что происходит с нашим городом? Почему за 15 послевоенных лет мы все еще не выйдем из застойного времени? Почему вся Западная Абхазия успешно развивается, перестраивается и расцветает, а у нас все еще руины, мусорные свалки, разоренные предприятия? Мне кажется, что если бы наш город был другим, красивым, современным, благополучным, то все вышеперечисленные вопросы просто бы не возникали. Но сначала вспомнили его богатую историю, отраженную в стенде. Ребята подготовили архитектурные планы города, предусматривающие его развитие до 2020 года. Участники горячо защищали свои идеи, ведь лучший проект будет передан в архитектурный отдел города. И, конечно, в будущем, когда мы будем усовершенствовать свой город или развивать его, и будем учитывать это их пожелания обязательно, потому что без желаний населения, без жителей, без молодежи одна сама архитектура не бывает, все это складывается из их потребностей. Мы мечтаем, я говорю мы, потому что участники этого клуба, мы мечтаем о развитии нашего города, чтобы развивалась и прибрежная часть, и центральная, чтобы развивалось все, чтобы наш город был на уровне развитых городов, таких я не знаю, например, как Сочи, Москва, что-то вроде этого. Прошедшее обсуждение заставило учащихся по-новому взглянуть на проблемы города, задуматься над их разрешением, иметь возможность влиять на ситуацию. Я считаю, что сегодняшнее мероприятие очень полезно для наших детей. Эти дети в скором будущем сами станут уже специалистами, возможно, и будущими архитекторами. И, возможно, именно они все свои планы, проекты, которые мы увидели, притворят в жизнь. Мы всегда говорим, что дети – наше будущее, что именно от них зависит и судьба нашего города и всей нашей республики. Все мы дети Ачимчиры, те, кто жаждет процветания. Находясь на военном рубеже в 92-93 годах, Гумесинская школа сильно пострадала. Здание 100-летней школы было сильно разрушено. Молодежь покинула село, не видя перспектив развития. Однако школа не закрылась и, в принципе, является единственным в селе очагом культуры. Здесь создали радиоузел под названием «Обо всем для всех». Мы, к примеру, ходим по селу, узнаем все новые новости, собираем все факты интересные, выписываем из газет всякое все интересное. Так как это у нас первый раз, конечно, интерес большой, и мы стараемся в каждой программе что-то новое находить. Младшие классы тоже объединяются с нами, пытаются что-то придумать, рассказывать стишки, например. Что это? Этот музыкальный центр мы приобрели по нашему проекту. И он нам нужен для того, чтобы выйти в эфир и сообщить все новости школьникам, односельчанам. Раз.
Выход в эфир осуществляется 3 раза в неделю на большой перемене. В остальные дни идут музыкальные программы. Здесь передают новости школы и села, образовательно-развлекательные программы о мировых достижениях и интересных фактах. Есть даже открытый эфир для высказываний, а также организован почтовый ящик для пожеланий. Я люблю всю нашу школу. Дети стали более открытыми. То есть они хотят что-то организовать не только для себя, но и для тех, кто младше их. Уже им почувствовали какую-то ответственность за то, что вот за ними придут следующие классы, станут старше, чтобы они тоже были более активными, могли высказывать свое мнение, могли свое мнение отстаивать, ну, с помощью радиоузла в том числе. Создав клуб «Инициативная молодежь», в Сухумском государственном лицее-интернате решили сразу несколько проблем. Сгруппировались инициативные ребята, которые получили возможность активно участвовать в решении современных проблем через круглые столы и дискуссии. И главное, конечно, мы бы хотели, чтобы молодежь участвовала в решении собственных проблем самостоятельно, то есть проявляла большую активность, инициативу. Поэтому и клуб называется «Инициативная молодежь». Конкурсы и соревнования вызвали интерес к здоровому образу жизни. Наши дети с большим интересом вовлечены в данное мероприятие. Что характерно, этот проект дети сами руководят, сами составляют план мероприятий. Это и спортивное массовое мероприятие, это и лекции, это и дискуссии. Дети с большим интересом подходят, когда возникают у них какие-то проблемы, интересуются, спрашивают. Мы пытаемся помочь им разобраться в своих проблемах. Учащиеся Галской средней школы решили преобразовать свой школьный двор. Территорию двора разделили дорожками, тщательно засыпали их щебнем. В специально вырытых лунках посадили саженцы еловых и эвкалиптовых деревьев. В прошлом году создали эко-группу, тогда было 15 учеников, а в этом году круг расширяется, и учеников 30 у нас в эко-группе. С воодушевлением ребята подвязывали саженцы и поливали их. Через несколько лет зашумят листвой деревья в школьном саду. И это будет место отдыха не только детей, но и взрослых. Учащиеся Пшапской средней школы решили создать кукольный театр на родном абхазском языке. На показ были подготовлены 2 пьесы из абхазских народных сказок. Нам было очень интересно создать этот спектакль. Мы после уроков очень часто занимаемся в этом театральном кружке. Когда они говорили на репетициях, они комплексовали друг перед другом, потому что они видели друг друга, видели свои, друг друга, лица друг друга. И им было смешно, и они не выговаривали то, что они хотели. Когда они сели за ширму, они поняли, что они все одинаковые, и их никто не видит, их только слышат. Однако воплотить задуманное в жизнь оказалось не так просто, потому что в Абхазии не было в продаже кукол-марионеток и кукол, одевающихся на руку. Девочки проявили мастерство рукоделия и создали целый ряд сказочных персонажей. Первый раз, когда мы выступали в нашей школе, дети с интересом смотрели, были удивлены, когда мы вышли в конце выступления с нашими куклами, увидели, кто на самом деле играет этими куклами. И моим друзьям тоже это нравится, и детям. Потом мы хотим поехать в Агуцеру и показать детям в детский сад. «Наш чистый город» назвали свою кампанию по улучшению благосостояния родного города учащиеся Гудаутской средней школы номер 2.
И одна из задач – сбор информации о степени загрязнения города. Очень удивлены люди, и им неприятно видеть такую картину, которая находится в Дружбах. То есть там находится свалка, на которой ходит домашний скот. Жители возмущены. В наших силах взять, сфотографировать всю эту свалку и разместить все фотографии в нашем городе, чтобы жители все-таки посмотрели своими глазами, в каком же городе они живут, и задумались. Ну, во-первых, очень больно видеть, когда в общественных местах валяется мусор, и то, что люди, они равнодушно относятся к этому. В результате работы был подготовлен фотостенд наиболее захламленных и загрязненных мест города. Прошел год, и мы снова в Цандревской средней школе. Здесь все изменилось. Из разрухи и запустения восстановлен школьный краеведческий музей. И что самое важное, руками самих учащихся. Работает историко-краеведческий кружок. При музее создана мини-библиотека. Здесь уже с готовой экспозицией работает сектор экскурсоводов. Ученики проводят собственные экскурсии по музею. Мне было очень интересно заниматься этим проектом, так как мы узнали очень много нового о нашем районе. Мы создали краеведческий кружок, который по силе возможностей восстановил все старые стенды, поставил стеллажи. Также мы восстановили археологическую карту нашего края. Теперь в музее можно проводить уроки истории, абхазского языка, литературы, географии и биологии. И это, конечно, разнообразит учебный процесс в школе. Этот музей с богатой традицией, с большой традицией. Было очень много интересных экспонатов, и этот музей посещали очень много людей. Но война, как вы знаете, принесла много разрушений. Но, насколько я знаю, кое-какие вещи были сохранены. И вот из этих вещей я держу две вещи. У меня они на руках, и мы сегодня возвращаем музею эти экспонаты. И я надеюсь, что с возвращением этих экспонатов начнется другая жизнь у этого музея. В Сухумском центре гуманитарных программ удовлетворены результатами большого проекта под названием «Активные граждане». Я хочу отметить, что все учащиеся, особенно, которые участвовали в этих проектах, говорили о том, что эти проекты помогли им по-другому посмотреть на проблемы, которые сегодня существуют у них в школах, в районах. Они стали больше внимания обращать на них, они стали пытаться думать, как изменить, как решить эту проблему. Это то, что говорили сами учащиеся, сами участники. Мне кажется, это очень важно. После реализации этого проекта стало очевидно, что его участники стали задумываться над вопросами, о которых раньше не думали. Молодежь стала больше брать на себя ответственность, повысился интерес родителей к жизни в школе. Удалось привлечь внимание местных властей и жителей района к проблемам школы. И, конечно же, все проекты способствовали улучшению благосостояния школ.